Согласно преданиям, предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт означает «главный волк». На протяжении веков башкирский народ пополнялся за счет различных племен, в избытке поставлявшихся Великой степью. К эпохе позднего Средневековья насчитывалось около 40 башкирских родов. Они были рассеяны по территории всей исторической Башкирии, от Камы до Тобола. В нашем фильме мы расскажем об одном из них. Западная часть Башкортостана несет на себе печать сложнейших этногенетических процессов, протекавших здесь, начиная с эпохи раннего Средневековья. Они внесли огромный вклад в формирование башкирского народа, поэтому западные башкиры имеют равноценный статус с восточными, как с точки зрения истории, так и с точки зрения этногенеза. Башкиры древнего рода кыргыз, чересполосно с другими башкирскими родами, проживают ныне в Краснокамском, Илишевском, Бакалинском, Шаранском, Туймазинском районах Республики Башкортостан. При слове «кыргыз» у большинства возникает ассоциация с современными кыргызами и Республикой Кыргызстан. Насколько обосновано такое сопоставление и какова история башкирских кыргызов? Обо всем этом вы узнаете из нашего фильма. В третьем тысячелетии до нашей эры у стен древнего Китая появились странные для китайского глаза племена. Они были рослыми блондинами с голубыми глазами. На протяжении многих столетий между жителями Поднебесной и рыжеволосыми дьяволами, как окрестила пришельцев легендарная традиция, шла ожесточенная война. Китайское упорство, хитрость и коварство взяли верх над доблестью и простодушием северных кочевников. Рыжеволосые дьяволы были оттеснены далеко на север, в Южную Сибирь. История большинства тюркских народов содержится в китайских хрониках и сочинениях. Все бы хорошо, да чтение китайских иероглифов не передает точного звучания этнонимов. Вот и приходится ученым разгадывать шарады, пытаясь выяснить, какой этноним кроется под тем или иным китайским термином. Этноним «кыргыз» графически выражался китайскими иероглифами, передававшими аббревиатуру «гяньгунь» или «хягас». Таким образом, гяньгуни и хягасы китайских источников соответствуют енисейским кыргызам. Впервые енисейских кыргызов упоминает отец китайской истории Сыма Тянь. Описывая походы основателя хунской державы Богатура, совершенные им в начале III века до нашей эры, историк пишет: позднее, когда Богатур покорил на севере владения хуньюев, Цуйше, Динлинов, Гяньгуней, то есть киргизов, и Синьли, все знатные люди и сановники хуннов подчинились ему. Сыма Тянь, Шидзи, 1 век до нашей эры. Бұрынғы башқұртлар арасында бик аз сандығына қырғызлар да болған. Мына шулар белән алар бергә яшәп, ассимиляцияга берилеп, безнең аруның исеме Кыргыз булып киткән. Этнограф Кузиев Руденконың сүзләрен куәтләп, Кыргыз башкортларын борынгы Енисей токымларын дип исәпләгән. Алар Енисей елгасының башланган урыннарында, ягъни әлеге Краснояр өлкәсенең көньягында, Минусин казанлыгында яшәгәннәр. Войдя в состав державы Хунну на правах федератов, кыргызы составляли ее западное крыло. Участвовали в походах и плавили отличную сталь для вооружения и доспехов хунских воинов. Пример кыргызов ярко иллюстрирует относительность физиометрических признаков человека перед фактором времени. Современные кыргызы являются преимущественно монголоидами, тогда как древние были ярко выраженными европеоидами.
Вот как описывает их хроника эпохи династии Тан. Хагас есть древнее государство Гяньгунь. Владение Хагас некогда составляло западные пределы хуннов. Народонаселение простиралось до нескольких сот тысяч. Строевого войска 80 тысяч. Жители вообще рослые, с рыжими волосами, с румяным лицом и голубыми глазами. Черные волосы считались нехорошим признаком. Мужчины носили кольца в ушах. Они горды и стойки. Храбрые из них татуируют руки себе, а женщины по выходе замуж татуируют себе шею. Любые сведения требуют сверки с независимыми от них источниками, дабы установить их аутентичность. Данные китайских хроник попробуем сравнить с арабо-персидскими сочинениями. Персидский автор Гордизи считал, что кыргызы происходят от славян. Признаки славянского происхождения еще заметны в наружности кыргызов, а именно красные волосы и белая кожа. Гордизи, Зайн аль-Ахбар, XI век. В VI веке на территории Евразии возникает тюркский каганат, просуществовавший до середины VIII века, в состав которого входили кыргызы и древние башкиры, представляющие собой в то время разные, хотя и родственные народы. Если о башкирах той поры имеется лишь отрывочное упоминание в хронике Суй-Шу, то о древних кыргызах сообщают десятки источников – китайских, тюркских, арабо-персидских и даже, собственно, кыргызских. Древние кыргызы не были бесписьменным народом, о чем свидетельствуют многочисленные надписи в честь героев в долинах Енисея и его притоков. Потомок барсов на земле людей. Я доблестью своей не насладился. Когда стрелял, то был героем я. Когда приобретал, был сильным я. Обычаи, заветы, чем я жил, пусть не исчезнут с гибелью моей. Печалься, мой народ, громя врагов. Я умер, о горе, но погиб в бою. Волк от волчат навеки отлетел. Не покидай нас, барс, о горе нам. Мы Атумай, мы беки испокон. Мы воинами были средь мужей. Барс, упомянутый в надписи у озера Алтын-Көл в Хакасии, по мнению некоторых ученых, соответствует историческому правителю енисейских кыргызов Барсбеку. Тотемом кыргызов был барс, поэтому Барсбек и назван потомком барсов. От чьих рук погиб в бою кыргызский Барсбек? Его история описана в древнетюркских надписях в честь героев на реке Архон на территории современной Монголии. Тюркский каганат со всех сторон был окружен врагами. С юга напирал Китай, с запада держава десятистрельных тюрок, с востока – кидани, с севера – кыргызы. Правитель тюркского каганата Ильтериш Каган, пытаясь заручиться поддержкой последних, выдает за Барсбека свою дочь и дарует ему титул Кагана, то есть признает кыргызского бека равным себе правителем. Памятник в честь Тоньюкука сообщает: «Каган народа Табгач был нашим врагом. Каган народа 10 стрел был нашим врагом. Но больше всего был нашим врагом кыргызский сильный Каган». Выдающийся тюркский полководец Кюль-Тегин выступил против Барс-Кагана и разбил его в жестоком сражении. Хан кыргызов был убит, о чем и рассказывает надпись близ озера Алтын-Кёль в Хакасии. Например, на территории нынешней Хакасии притоком Енисея вот как раз является река Базы. Там даже город есть в устье, Усть-Базинск. И вот несколько у нас гидронимов есть с названием Базы. По территории Илишевского района протекают Базы, вот как раз. Есть другие реки, Туал-База, Яу-База и так далее.
Гражданская война, вспыхнувшая в Каганате, вынудила башкир искать новые места для проживания. Они уходят на Южный Урал, где, покорив местные венгерские и сарматские племена, дают начало новой башкирской народности. Вскоре их примеру последуют и кыргызы, но до этого им пришлось пережить период собственного великодержавия. В середине VIII века на территории Центральной Азии возникает новое государство восточных тюрков – уйгурский каганат, который наряду с другими народами покорил и кыргызов. Однако владычество уйгуров было недолгим. Уже в начале следующего, IX века, кыргызы подняли восстание. И вот уже кыргызский каган пишет уйгурскому: «Твоя судьба закончилась. Я скоро возьму золотую твою орду, поставлю перед ней моего коня, водружу мое знамя. Если можешь со мной состязаться, приходи. Если не можешь, то скорее уходи». Война между уйгурским и кыргызским каганами продолжалась 20 лет. Наконец, в 840 году кыргызы внезапной атакой захватили столицу уйгурского каганата, город Каракорум, и разгромили остатки уйгурских войск. Начался период кыргызского великодержавия, эпоха кыргызского каганата. Период кыргызского великодержавия длился около 100 лет. В X веке монгольское племя Катай создает империю Ляо, и Катаи, предки современных башкир рода Катай, вытесняют кыргызов в родные для них долины Енисея, предгорья Саян и Алтая. Там кыргызы создают новое цветущее государство. На территории современных Тувы и Хакасии обнаружены развалины древних крепостей и городов. Одно из этих городищ, вероятно, когда-то было столицей кыргызского каганата, городом под названием Кемеджкет. Кыргызский город Кемеджкет упоминает персидское сочинение X века Худуд ал-Аллам. Кем – тюркское название Енисея. Кет или Кент – иранский термин, соответствующий русскому слову «город». Таким образом, название Кемеджкет переводится как «город на Енисее». Кыргызы вели комплексное хозяйство. В отличие от других тюркских народов, у них было развитое земледелие. Хроника Таншу сообщает, что они сеяли проса, пшеницу и гималайский ячмень. Они пользовались не только сохами, но и сложными плугами с чугунными отвалами. На реках строили мельницы, в Северной Хакасии обнаружены сети древних каналов, остатки значительных ирригационных сооружений, дамб и плотин. Простые люди жили в деревянных избах, покрытых древесной корой. Чиновники, торговцы и ремесленники жили в городах. Знаменитый географ XII века Али-Дриси писал: «Все города кыргызов расположены на территории, пространство которой измеряется 3 днями пути. Их 4. Большие, окруженные стенами и фортификационными сооружениями и обитаемые трудолюбивыми, храбрыми и мужественными племенами». На карте Али-Дриси эти города обозначены под названиями Нашран, Хирхис, Хакан-Хирхис, Даранд-Хирхис. Город, в котором живет царь кыргызов, продолжает Али-Дриси, очень укреплен, окружен стенами, рвами и траншеями. Держава кыргызов погибла в результате катастрофического нашествия монголов. Людские потери, утрата государственности привели к культурному регрессу. Города кыргызов пришли в запустение, была позабыта древняя руническая письменность, а остатки некогда многочисленного народа растворились среди сибирских племен. Однако потомки енисейских кыргызов сохранились в составе современных башкир. Кыргызская держава имела тесные торговые и политические связи с арабским халифатом, Китаем, Тибетом, соседними тюркскими государствами и народами, в том числе и с южноуральскими башкирами.
Персидский историк XI века Абу Саид Гардизи приводит интересные сведения о взаимоотношениях древних башкир и кыргызов. В IX-X веках Башкирия на правах вассального владения входила в состав хазарского каганата, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Башкирский князь был на службе у своего сюзерена. Абу Саид Гардизи пишет: «Этот Башджурт был одним из хазарских вельмож и жил между владениями хазаров и кимаков с 2000 всадников. Хазарский хан отправил к Башджурту человека, требуя, чтобы он прогнал славянина. Под последним, следуя традиции отождествления кыргызов и славян, Гардизи имеет в виду кыргызского хана. Он, славянин, послал человека к Башджурту, заключил с ним дружбу и этим усилился. Тому племени, которое собралось около него, он дал имя Кыргыз». Как нам кажется, именно в этот период, то есть в IX или X веках, когда, по словам Гардизи, был заключен союз между башкирским и кыргызским предводителями, в Башкортостан переселяется группа енисейских кыргызов. Они расселяются на западе нашей республики и принимают участие в формировании башкирского народа. Илишевский район Башкортостана с точки зрения этнографии чрезвычайно интересен. Его населяют потомки в основном двух башкирских родов – Елан и Кыргыз. Башкирские киргизы являются потомками древних енисейских киргизов. Киргизы разделились на несколько ветвей. Вот одна часть ушла на нынешнюю современную Киргизию, другая часть в составе других тюркских племен ушла на запад, на территорию Южного Урала. В 1913 году в журнале «Шура» было опубликовано старинное шежере башкир-кыргызцев, где их родоначальников показан Карку-Тата, в других вариантах Кандыр или Калдар-бей. Его сын Ахмед-бей, его сын Мухаммед-бей, его сын Джана-бей, его сын Кушук-бей, который уже жил в деревне Старокиргизово Илишевского района. Его сыновья Акуш-бей и Кукуз-бей, сыновья последнего, Кылчан и Тануч Кукузевы, получили жалованную грамоту от царя Михаила Федоровича. Шаран районының көп өлеше кірі қырғыз болысына. Демек, бұл орынларда енді башқұртлашқан қырғызға яшаған болып шыға. Мұнда енді ревизиялар бойынша есептегенде 47 ауыл қырғыз қабилесіне кірген ауылдар бар. Разночтение родоначальника имени башкирских кыргызов Кандар или Калдар-бия вызвано особенностью арабской графики. Вот форма Калдар. А вот форма Калдар. Как говорится, найдите разницу. Тем не менее, есть больше оснований доверять форме Калдар. И вот почему. В башкирском варианте Чингизнаме среди башкирских беев, присягавших Чингисхану, значится именно Калдар-бей, которому потрясатель вселенной сказал: «Калдар-бей, пусть твоим деревом будет сандал, птицей голубь, тамгой половник». Мы находимся в селе Старокиргизово. Именно это село является одним из древних и коренных поселений башкир племени кыргыз. Індәт түгел, түштә күрдім оны, язғы таңдың хызылып атқанын, көмірсін ер булып, тезелешіп, қыр қаздары ұсып қайтқанын. В Старокиргизовской школе проходит урок, подготовленный к приезду нашей съемочной группы. Учащиеся декламируют стихи башкирских поэтов.
Тул қатындар бейгенін 45-те, еңіл күнінде. О, ул бейеу, ул дауылы бейеу, күт алдымнан кетмей бүгінде. Но главное заключается в другом. Краеведение в нашей республике совершило гигантский шаг вперед. Изучаются и составляются не только шежере, родословные башкирских родов, отдельных деревень и фамилий, но и более частные вопросы. Когда и где первоначально закладывались основы сел и деревень? Чем занимались жители? Каков был их социальный статус? Бүгін біз мұнда мына шу ата-бабаларыбыз қалдырған мирас, шәжәреләр турасында, ауылыбыздың тарихы турасында сөйләшергә йылдык кадерле балалар. Иске Кыргыз авылы Илеш районында түгел, гомумән Башкортстанда иң борынгы авылларның берсе. Аның тарихы 17-нче гасырдан башлана. Вот население именно по левую сторону реки Менешты, Старомедведево я назвала, Новомедведево, Киргизово, это башкиры. Их называли особо башкирами или земельными башкирами, вотчинными башкирами, которые именно владели определенным количеством земель. Термин «асаба» происходит от арабского слова «асабия», что в переводе на русский означает «высокое сознание единства», «племенной дух», «патриотизм», «любовь ко всему родному». Асаба-башкиры – это башкиры-вотчинники, то есть землевладельцы, объединенные между собой общностью происхождения и социального статуса. История той части кыргызов, которая после падения кыргызского каганата вошла в состав башкир, малоизвестна. Есть разные мнения относительно времени их вхождения в состав башкирского народа. Ул вакытларда Кыргыз каганаты да булган. 1209 елына Шыңгыз хан тарафынан басып алынгач, бу кабилелер біраз таркалып, кайбир руларга бөлүнүп, кабилелер кашевниклар булып кетип, Орта Азияга таба килелер. Кыпчак руларына ерип, Йылан, Панлы, Гәре, Каршын рулары кабилелер белән Бөгелмә калкулыгына киләләр. Сезнең балаларыгыз һәм үзегезнең яши торган дәврегез, балаларның балалары яши торган дәвр сугышсыз, ызгышсыз, талашсыз, дуслык, татулык, муллык, көр рухлы, якты, күңелле, бәхетле кешеләр дәврендә яшәсеннәр иде. Амин. В селе Куктау Илишевского района проходит праздник Шежере-Байрам. Это не просто составление генеалогического древа, но и в первую очередь установление истины относительно собственной этнической принадлежности. Сколько было в свое время, да и сегодня нет-нет да возникают разговоры о том, что татарское население республики, благодаря административному ресурсу, переписывается в число представителей титульного этноса. В беспочвенности этих измышлений убедились в первую очередь те, кого считали записанными башкирами. Безгә мәктәптә алай башкорт телен өйрәтмәделәр. Тарих буенча инде biraz Борынгы Рим, Греция тарихларын өйрәндек. Рус тарихын biraz өйрәндек инде. Үзебезнең чыгышны, үзебезнең тарихны безгә мәктәптә укытмадылар. Безнең
Телебез ул татар белән башкорт арасында кәп килеп чыга. Но соңгы елларга ул нык татарлашкан инде. Татарлар ягына ассимиляция көчле булган. Аның 9 буыны бар. Мин сезгә 7-сенә сөйлим. 7-нчесенең беренчесе Габдрахман. Габдрахманның улы Сөлейман. Сөлейманның улы Габделгазиз. Менә Габделгазиздан безнең фамилияда чыккан Газизов. Мына безнең тирәдә инде чын башкорт телендә дә сөйләшмиләр. Һәм чын татар телендә дә түгел ул. Галимнәр дә фикер бар бит, галимнәрнең фикере көнбатыш башкортларының үзләренең диалектикасы бар дип. Безнең мына үзебезнең диалектика бар. Безгә башкортча уку тимәде. Китаплар тоже бит инде татарча. Бу вопрос 20-нче елларда Башкириядә күтәрелгән булган, Башкортстанда, Уфада, республика күләмендә. Аны укытырга именно менә западный, северо-западный башкиры айрым диалект итеп алып, айрым китаплар чыгарып, айрым укытучылар укытып, шул тәртиптә укытырга дип уйлаганнар, ләкин ул тормышка ашмай калган. К башкирскому роду кыргыз относятся следующие селения: Мушта, Уртаул и Новотатышево Краснокамского района. В Илишевском районе это Старокиргизово, Старо- и Новомедведево, Старотатышево, Илишево, Исанбаево, Иштиряково, Старо- и Новокуктау, Карабашево, Урметово, Тупеево, Шаметово и Ябалаково. В Бакалинском районе башкиры-кыргызцы живут в селениях Токтагулово, Старое Новокатаево, Старое Новокуручево, Куруч-Каран, Старокуяново, Устюмово. В Шаранском районе Кыргызской волости принадлежали села и деревни Нижнезаитово, Кугарчи-Буляк, Барсуково, Чикан-Тамак, Нижние Ташлы. В Туймазинском районе потомки башкир-кыргызцев населяют деревни Аблаево, Тукмак-Каран, Бятки. Безнең башкортлар, кыргыз башкортлары, алар чын башкортлар. Краснокамский районының бераз җирләрен иченә ала, Илеш районының, Бакалы районының, Шаран, Туймаз районының. Монда Башкортстан Республикасы буенча. Шуннан соң чыгып китә волос җирләре күрше Татарстан Республикасына. Анда Баулы районы, Әлмәт районы, Азнакай районнары һәм төньякта инде Актаныш районының җирләре бераз җире алып торган. Бөтенесе шушы районнар içinde 55ләп авыл безнең кыргыз ыры башкортлар авылы булып тора. С 3 века до нашей эры, когда племя кыргыз впервые появляется на страницах китайских хроник, до наших дней прошло более 2200 лет, в течение которых у кыргызов были взлеты и падения, периоды великодержавия, чужеземного ига, миграции в поисках новой родины, поочередно сменяли друг друга. На то она и история. Она хороша для тех, у кого она есть, смешна для тех, у кого ее нет, и бесполезна для тех, кто ее не помнит. История является для нас воспоминанием, о котором мы не только знаем, но и в котором корни нашей жизни. История – это основа, однажды заложенная, связь с которой мы сохраняем, если хотим не бесследно исчезнуть, а внести свой вклад в бытие человека, писал немецкий философ Карл Ясперс. Ныне восстановленная история башкир-кыргызов, как нам кажется, является именно той основой, которая позволит представителям этого древнего рода сохраниться на лике земли.